казахи считают отражением человека. Его мясо они наделяют целебными свойствами. Они полагают, что человек может исцелить собственные внутренние органы, съев соответствующий орган волка. Рода объясняет своему маленькому другу, как орел когтями пробил череп волка. Рассказывая, Рода зажегся огнем охоты. Охотники рассказывают Роде об орлах. Его двоюродный брат Ронгар надевает на орла специальные кожаные перчатки, защищающие лапы от укусов волков и лисиц. Адам ұқсақ. Мынау құстың қарамаңдай қара қасқат. Каули, отец Роды, тоже поражен балапаном сына. Каули показывает, как можно обездвижить птицу легким нажатием пальцами. Каули дрессирует птицу, он работает над равновесием. Оно понадобится орлу во время длительных путешествий на руке хозяина. Кашемир высоко ценится на международном рынке, поэтому казахи разводят все больше и больше коз. Они более прожорливы, чем овцы, и уничтожают целые пастбища. Из-за этого в регионе дефицит воды, что стало серьезной проблемой. В единственном в регионе колодце вода есть только в виде льда. Женщины заботятся о традициях рода. Они полагают, что наступающая зима выдастся тяжелой. Скоро начнется охотничий сезон. Каждое утро мой муж седлает коня, берет орла и едет в горы. До позднего вечера я его не вижу. Если он возвращается с пустыми руками, то его лучше не беспокоить.
Но если с добычей, он добрый и веселый. Бұлай шаңғыс мекітен шыныр ма? Әлгі орны қалар ойсырап, ортаңнан бір күн кеткел, осы ғанеғ болып отырғай. Кетіп қалған күн ғанемейсі алып. Андақ сөздеріңізді неменеге дәптерге жаза беріңізші, айтқан сөздеріңізді жаза беріңізші дейді. Мне не нравятся шкуры, развешанные по стенам. Бүгін пәукін көз жұмылтып От них плохо пахнет. қалап жегенде, ертең И они заслоняют наши гобелены. Балапан привыкла к качающемуся насесту. Она больше не теряет равновесия. Магия соңғы сөз сөйледі. Мен таратуға болса. Все. Все, қаны бар. Танчко. Жігіт тоқ біткен ғой мен. Білмейсің, бөкілі. Қояды, жарас. Ене дейілі. Сонда мына мен ағиық 6 айдың соны ұрыққа. Оны сүзбейді. Ал енді оны өкілікті бірақ сүзен. Сегодня Паули показывает племяннику важный дрессировочный прием. Орел не улетит от хозяина, если перевязать ему крылья и хвостовые перья. Перевязывать нужно только 5 перьев из хвоста. Без хвостового оперения орел не наберет высоту. Енді тұғырға қондырып тұғырды бастап бірәді. Не мықты қазыққа, не өзіміз белдеуге, осыға мынада мықтап байламасаң, болмай ал сұлан күшқанда мынаны шеш. Оқтың ба? Мынаны шеш, мына екеуі мыңға шеш. Тамақтыңыз? Bizim buna kabağı üstüne bir çünkü деген келгенде, сонда қырамын үстімде көрдің алды қырамын. Көзіңіз иә. Сіздің көзіңіз. Менің көзім. Жақсы, сен де таниды ғой. Сен ем деп отыр емеспіз, менің ем мынау деп отыр емеспіз. Мына осындай дәрежеде, міне осындай ғана, бүйтіп міне мынандай ғана. Балапана кормят как спортсмена. За 2 дня она поглощает целого кролика или сурка, которых рода добывает в горах. Опущенное в теплую воду, мясо на вкус, как плоть только что убитой добычи. Первая воздушная тренировка. Каждый раз, когда Балапан возвращается на перчатку, Паули вознаграждает ее кроличьей лапкой.
С каждым днем молодой орел улетает все дальше. Рода должен привыкнуть держать на своей руке вес птицы. Волки убили много овец в этой долине. Роду послали на разведку. На этом месте была задрана овца. Судя по следам, хищник был крупным зверем. Браконьеры и охотники истребили привычную добычу волков, поэтому они стали охотиться на пасущиеся стада. Присутствие человека уже не пугает волков. Они становятся все более и более наглыми. Жетімінде отыр ғой, жасарын қарап отырмас, сізден көріп айтып отырмыз. 68-де. Жасарып отыр ғой, ә? Biz sen жасарбыз. Сен жасарып отырсың. Мінеки. Siz de geçmeyiz. Сіз үлкенсіз ғой ішіңіз. Oğaleyküm selam. Ama siz ne var? Kâmen basalım, beni ördüğümdür. Тайпак, глава рода Янтики, ждет новостей от роды. Ke, iyi döndürsün be. Kaldırın aman. Kolu kayda. İyiydi. Sen aygayla aytıp bitkince sağına kaçmadın mı? Kaçmaydı ki. Kaçmayım ekin. Рассказ роды о встрече с волком добавляет еще одну главу в долгую историю его народа. Казахи любят истории о волках, орлах и воинах еще со времен Джанибека, легендарного предка с Восточного Алтая. Мать Джанибека звали Хадия. Во время беременности у нее появились самые разные пристрастия. Ей захотелось съесть волчьего мяса. Когда она его съела, родился Джанибек. Однажды маленький Джанибек пас овец и уснул в степи. Нашедшие его люди увидели, что его охраняет пара волков. Его дядя, узнав об этом, понял, что это знак, означающий избранность его мальчика, которого оберегает дух серого волка. Джанибек ездил на сером коне, и волки всегда были его спутниками. Sonra o gökdönen de almayayım deyip